На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Каким категориям отменить льготы по оплате за свет? Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел ряд вопросов. Инновационный проект по борьбе со свалками «Экологический патруль» презентовали в Абхазском госуниверситете. Посвященный русской и абхазской словесности. Торжественная церемония закрытия 6-го международного конкурса «Корни слова» прошла в стенах Абиги. Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел ряд вопросов, которые депутаты готовят вынести на сессию Народного собрания. Среди них утверждение бюджета Нацбанка, аппарат уполномоченного по правам человека, повышение зарплат судьям, отмена льгот абонентам электросетей и другие. Вокруг некоторых вопросов разгорелась оживленная дискуссия. Подробности у Марианны Котовой. Вопросы, связанные с распределением финансовых средств, зачастую вызывают в парламенте оживленную дискуссию. Не стало исключением и заседание парламентского комитета по бюджету. Первым депутаты рассмотрели вопрос увеличения бюджета омбудсмена на 2026 год. Как рассказала уполномоченная по правам человека Анна Скишмария, увеличение необходимо для уплаты скопившихся долгов и реализации мероприятий, намеченных на будущий год. У нас еще по прошлому году остались по объективным причинам задолженности. Прошлый год был очень тяжелый финансовый, да, и многие счета были заморожены, в том числе и наш, и мы остались с большими долгами, и хочется в этом году уйти без долгов. Долги у нас в этом году остаются по программе, которую Минфин обязательно рекомендовал принять, да, там 108 тысяч за год, да, и по фондам мы за несколько месяцев последних, да, мы не сможем расплатиться по фондам, да, там 168 тысяч 641 рубль, да, вот это вот две задолженности, ну, честно говоря, не хочется начинать Новый год с задолженности, при том, что и так будет год тяжелый, большой, событий будет много, и мы боимся, что мы опять не... По словам министра финансов, образовавшиеся долги не очень большие, обоснованные. По мнению Саида Губас, увеличение бюджета аппарата омбудсмена оправдано. Лимиты мы им утвердили существенно выше, чем на текущий год. Это плюс к текущей бюджетной смете 3 миллиона 636 тысяч. Я думаю, там у вас каких-то больших сумм нет. При этом хочу отметить, что в текущем финансовом году из тех объемов, которые предусмотрены на содержание данного органа, мы, в принципе, финансирование обеспечиваем практически 100%. Никаких неисполненных заявок у нас, насколько мне известно, нет. В этой части мы как можем поддерживаем. Однако депутат Резо Зантария задался вопросом, а на что пойдут средства? Если они будут использованы в ущерб государству, то он не готов одобрять повышение бюджета омбудсмену. Вот я зачастую вижу ваши письма, которые защищаете права человека или права граждан нашей страны. Вы пытаетесь вмешиваться в саму структуру государственного устройства, да, институт. Вот на примере кадастра вашего письма, которое мы увидели, вы так вмешались в ту самую структуру, да, государственную, что мы там нарушили права этим законодательством или нарушается то или иное. Тем самым получился практически коллизия того, что мы приостановили ту самую микрореформу, которая должна была пройти в области кадастрирования, да, нашего всего имущества и неимущества, что стало отрицательно влиять на вообще саму структуру, вообще вот в самом обществе, да, и как мне, как потребитель этого законодательства, да, и увидев ваше письмо, я, честно говоря, немножко так возмутился, да, для себя внутри. Мы там не должны были видеть ваше письмо вот именно с такими изречениями, что мы нарушили реформу. Если на это деньги тратиться будут, то это неправильно. По словам Анны Скишмария, в этой конкретной ситуации она выполняла ту задачу, которая поставлена перед ней, как перед омбудсменом. Я считаю, что это очень важная и нужная государственная реформа. Нам очень нужен кадастр для порядка. Но то, с чем мы столкнулись в реальности, сильно отличается от тех задач, которые вкладывали в этот законопроект вы, уважаемые законодатели. И что касается исполнения, тут большой вопрос. У меня вопросов к депутатскому корпусу, как принявшему этому закон, вообще никаких нет. У меня вопрос к исполнителям. Как можно было включать неработающий механизм в реальную работу?
И ко мне приходят, я уже рассказывала, не... Письмо вы нам написали. Я написала письмо вам, как законодателям и президенту. Вы должны обратить на это внимание, на то, что творится в реализации этого законопроекта. И я говорю, подписи считала не поштучно, а по килограммам. У меня вот такие стопки писем лежат от людей, которые реально пострадали. Еще раз, к закону вопросов нет. Вопрос увеличения бюджета аппарата омбудсмена будет вынесен на ближайшую сессию, как и вопрос увеличения бюджета Нацбанка. Одна из причин – необходимость сохранить высококвалифицированных сотрудников. У нас регистрируются новые банки, и требования законодательства к квалификационным требованиям состава руководителей, они переманивают наших сотрудников. У нас есть вот ведущие специалисты, допустим, отдела бухгалтерского учета, которые до 50 тысяч получала, ее сразу на ставку перевели на 150 в коммерческой структуре. Конечно же, специалисты молодые, которые не имеют опыта работы, они готовы приходить в Национальный банк работать, мы теряем профильных специалистов, и нам важно сохранить. У нас в IT-направлении тоже, спасибо депутатам, в прошлом году тоже пошли навстречу, и с вашего согласия мы подняли им зарплату, и у нас получилось, что вот немножко мы сохранили наших специалистов. Кроме того, заместитель председателя Нацбанка пожаловалась на то, что и клиенты Сбербанка уходят в коммерческие банки. На что у депутатов возник вопрос, когда Нацбанк обеспечит современными услугами клиентов и заинтересует их сервисом. Онлайн-приложение, чтобы переводить деньги в одну или в другую сторону. Понимаете, это из-за того, что сберегательный банк, и вы как собственник не поспеваете, перед нами стоят очень серьезные задачи с Министерством по налогам и сборам. Очень серьезные задачи стоят в плане обслуживания, перехода вообще на безналичную оплату всех услуг, которые оказывает наш бизнес, там, сфера торговли, общественного питания. Мы к этому должны подходить. В связи с законопроектом о внесении изменений в закон о статистической деятельности Кама Гогия, начальник Госстата, поделилась сложностями ведения учета деятельности индивидуальных предпринимателей. По ее словам, многие владельцы ИП сегодня укрывают свои реальные доходы. У нас есть приличный процент, до 40% всех организаций, предприятий, которые сдают официальную отчетность, от 1 до 3 человек ООО. От 1 до 3 человек это смешно. И заработная плата, если я вам сейчас выложу, какие водители, транспортная сфера, это 1000-1200, больше не показывает. Вы знаете в транспорте какие возможности. Зубопротезная деятельность. Кто-нибудь из вас делал пломбу хотя бы? Знаете, сколько ведь стоит пломба? И когда отчет... А? 10 тысяч. Нет, одна пломба 5000, но они, когда вам укол сделают, скажут, рядом тоже там пломбу сделали 10-15 чемурхой. Но в целом, когда показывает в отчете 594 рубля среднемесячную зарплату стоматолога, вам не смешно? Главным вопросом комитетского заседания, вокруг которого разгорелись споры, стал проект закона, предусматривающий отмену льгот на услуги Черноморэнерго ряду категорий граждан, в частности судьям. Депутат Вианор Бебе считает, что льготы необходимо отменить для спасения энергетической отрасли. Этот закон был принят о льготах, по-моему, в 2000-х годах по судебной власти, чтобы я не ошибался. Потом прошло время, у нас с энергетикой все плохо. И надо собирать деньги за оплату электроэнергии. И мы решили, это может не пройдет. Нет, при чем тут вы? Мы же тоже платим, мы же тоже люди. Я за то, чтобы все платили вообще за электроэнергию. У нас есть какая-то норма, по которой невозможно... Мы это все проверили, Виктор, я понял схему. Можем мы это все сделать. Однако судьи согласились на то, что их лишат льгот только если остальные госслужащие останутся без них. Вопрос именно судебной власти. Если будут исключаться все госслужащие, конечно, и судьи тоже должны быть исключены. Тут разницы в этом смысле нет. То есть, если у нас общая политика такая, что мы вот в России это прошла, это монетизация, льгот, все льготы были отменены, и каким-то образом они монетизировали льготы. Если парламент считает нужным отменить льготы в отношении всех, здесь предполагается военнослужащие, это Министерство обороны, СГБ, АПС, ГСО, ГМС, МЧС,
большой перечень, на который будут распространяться эти льготы. Ширый круг. Да, я имею в виду, вот здесь законопроектом предусматривается. Председатель Конституционного суда Диана Пиля также утверждает, что готова принять любое решение парламента. Однако не согласна с тем, что судьи могут быть лишены льгот на электричество, так как они, по ее мнению, их действительно заслуживают. Нельзя сказать, что все те привилегии, социальные льготы, которые сейчас есть у судей, что нам просто так их дали. На самом деле это так. Мы отработали, и если государство сочло возможным и дали возможность и предоставили высокий пост, конечно, мы должны служить и служим это на благо народа. В законе о судебной власти есть ряд мер социального характера, конечно же, есть определенные льготы. И хочу сказать, что эти статьи, они не исполняются. Мы понимаем, какие нагрузки на бюджет выходят. Мы даже не обсуждаем эти вопросы, потому что это те льготы и возможности, от которых можно отказаться. Конечно, в это же входит и плата за электроэнергию. Если это сочтете возможным, конечно, мы примем это. Но есть определенные плюсы и минусы при расчете как льгот, так и обязательных условий или там требований, которые есть. Наверное, вы мотивируете это тем, что это получается неравенство, да, всех плательщиков в данном случае за электроэнергию. Заработная плата на сегодняшний день такая же, которая была в день начала нашей службы в этой государственной структуре. 16 800. Плюс надбавками судья Конституционного суда получает от 63 тысяч, у которых 3 детей. Также, наверное, как у всех, я не буду говорить о всей ситуации. Депутат Канкварчи не видит смысла лишать льгот на уплату света отдельных чиновников. По его мнению, если отменять льготы, то всем госслужащим. Подожди, вот это я не понял. Ты меня извини, слушай, судейского сообщества всего 3 человека, что они влияют на электроэнергию. Подожди, слушай, а если ты военных не включаешь, таможню не включаешь, там, я не знаю, еще кого-то, СГБ, там, прокуратура, там, МВД, если ты не включаешь, слушай, судьи всего, наверное, 23 человека, они что ли на формирование бюджета Черноморэнерго будут влиять? Или мы со всех снимаем, или вот это частично с них сняли, с тех не сняли, не пойдет. Как считает депутат Беслан Халваш, льготы должны компенсироваться государством, а не так, как это работает сейчас. Черноморэнерго просто недополучает определенные суммы, потому что льготники платят 50% от стоимости электричества. Черноморэнерго не должно нести убытки по этим льготам. Дотации, соответствующие из республиканского бюджета, должны покрывать, если государство останавливает льготы, не у Черноморэнерго надо. Но, по словам Резу Зантари, если государство будет компенсировать льготы, доплачивая Черноморэнерго, то это приведет к банкротству госбюджета. Если бы Министерство финансов сегодня за всех их платило бы денег, она бы обанкротилась бы. В другом смысле, что мы не понимаем, сколько человек несет ответственность за потребленную электроэнергию, чтобы льготы давать. Это он больше социальной нормы, меньше социальной нормы взял потребление на себя. И это приносит к социальной несправедливости. Для того, чтобы была социальная справедливость, льготы все должны быть отменены. И если государство считает необходимым кому-то проводить льготы, то оно его адресно датирует. Других форм не существует. И оно не должно быть. Все это приносит убытки государству и отрасли тоже. Депутат Бадрик Пиля также считает, что льготы нужно отменить, но предусмотреть надбавки тем, кто в этом нуждается. Отсутствие льгот, по его мнению, дисциплинирует потребителей электричества, а дополнительные выплаты повысят покупательскую способность. Сказал, я говорю, надо все льготы отменить, и если правительство, государство хочет кому-то предоставлять льготы, надо надбавки сделать, рассчитать, высчитать экономически, сколько эта льгота составляет экономии, столько же ежегодно там в связи с повышением тарифа ежегодно на категорию льготников добавлять заработную плату, которая будет. А так человек, который получит дополнительно, он понимает, что за счет тому, что ему не предоставлена официальная льгота, но за счет льготы ему надбавку на зарплату сделали, он может бережнее относиться будет к электроэнергии. Завтра купит куртку себе сэкономленные деньги. Помимо этого, во все фонды будут больше появляться средств, отчислений. И самое главное,
Тогда можно будет и уже контролировать, и как-то более ответственно относиться к самому предприятию, такому как Черноморэнерго. Также поспорили депутаты вокруг вопроса повышения зарплат судьям. Но, тем не менее, дискутировать на эти темы им наверняка придется еще раз, когда все эти законопроекты будут вынесены на сессию парламента и будут обсуждаться уже полным депутатским составом. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квициния принимает участие в 10-м посольском круглом столе, организованном Дипломатической академией МИД России. Мероприятие собрало более 100 глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Москве. Ключевой темой для обсуждения стали вопросы урегулирования украинского кризиса, дипломатические усилия и перспективы мирного процесса. Дискуссию традиционно открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства осветил подходы России к политико-дипломатическому урегулированию. Участие посла Алхаза Квициния в столь представительном форуме подчеркивает активную роль Абхазии в международном диалоге и важность развития стратегического партнерства с Россией. Верховный суд Абхазии признал Батала Пилия виновным в убийстве Кемала Ардзинба и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчисляется с 19 мая 2021 года, даты задержания Пилия. Кемал Ардзинба, племянник первого президента Абхазии, был смертельно ранен 18 мая 2021 года. На момент преступления Пилия должен был находиться под домашним арестом по другому делу. Уголовное дело поступило в Верховный суд в 2022 году. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета при проведении камеральной проверки ИП ДОПО, владелицы сети магазинов «Табаков», установили, что 13 сентября 2024 ИП ДОПО приобрела табачную продукцию у российского поставщика ООО «ПТ Дистрибуция» на сумму 506 530 рублей. Однако при ввозе в Абхазию данная партия товара не была оформлена в соответствии с таможенными требованиями, что влечет за собой административную ответственность, сообщает пресс-служба ГТК. Материалы по данному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований Таможенного комитета. Презентацию проектов, направленных на цифровизацию и продвижение абхазского языка, провел благотворительный фонд развития абхазского языка имени Баграта Шимкуба. На мероприятии представлены проект записи абхазской речи для платформы Mozilla Common Voice, цифровые инициативы партнеров фонда, включая новые платформы по озвучиванию, распознаванию и изучению абхазского языка, планы по развитию цифровой инфраструктуры языка в 2025-2026 годах. В Яндекс.Переводчике официально появились абазинские и абхазские языки, сообщает Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Это событие трудно переоценить. Впервые наши языки вошли в крупнейший переводческий сервис страны и получили инструмент, открывающий доступ к ним для миллионов людей по всему миру, говорится в сообщении ВААК. Появление абхазского языка в сервисе стало возможным благодаря инициативе студента Высшей школы экономики Мирона Барателия, проходившего стажировку в Яндекс. Дополнительно в Яндекс.Клавиатуре пока на Android появилась абхазская раскладка, также разработанная по макету Мирона Барателия. Работа над добавлением в сервис абазинского языка стала результатом сотрудничества Министерства по делам национальностей КЧР, Министерства цифрового развития, Министерства образования КЧР, Института гуманитарных исследований имени Хапсирокова и организации Алышера под руководством Мусы Экзекова. В республике завершился комплекс мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею комплекса Новоафонской пещеры имени Гивис Мэр. А накануне в Сухуме подвели итоги творческого конкурса, который провели администрация Новоафонской пещеры и Союз журналистов республики. Он прошел с участием главы государства, президента Бадры Гунба. Лауреатов наградили на торжественной церемонии. Слово Зауру Кварче. В Сухуме подвели итоги конкурса, посвященного 50-летию открытия Новоафонской пещеры для широкой публики. На торжественной церемонии наградили журналистов, фотографов и авторов лучших материалов о ее истории и сегодняшней жизни. Инициаторами конкурса выступили администрация объекта и Союз журналистов Абхазии. Среди почетных гостей президент Абхазии Бадра Гунба, министр туризма Стамур Логуа и посол России Михаил Шургалин. Вот цикл еще достанавливает на фонд, если АГП
атаеца за ятуйский винили за хоцра. Арианта ялатина сны и символки хара еха а коллектив хаспочмо. Уятвара и благого залпа рыкшзара и дышинхой альнут хосшипа и хозго асысчызыки. Еха юбилей что тахвала харшой Алем Сабара Амадза Зазатас, Аджинчтол Пребишра Ветеран, Асахатыхы, Аскультер, Кивиспа, Уи Гумшари, Эйлкары, Кипсат Гелахима Закубалрей, Ирбзорана, Ярту Падунейзи Гейцердеро, Афончасти Ахапа, Истаху Эхербиамшха Ярхона, Табу Харасха, а коллектива Кыршукса Язапсахо, Афончасти Ахапа, Агаревсо коллектив. И шедесный халой, Ехаби Амш, и все еще Тапчара Дука, Аман Шалараш, да Пазлакоусахна. И цак раком за это, Арина Хоски, Абсныркла, Рукордурока, и Нырылу кого Афонте Ахпа. Глава государства поздравил коллектив пещеры с юбилеем, пожелал успехов и присвоил ее сотрудникам звание «Заслуженный работник курорта и туризма». Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул, что юбилей – важный повод отметить людей, которые на протяжении многих лет берегут уникальный природный объект. За прошедшие полвека коллектив пещеры не только сохранил это наследие, но и приумножил его ценность. Благодаря вашему профессионализму, самоотверженному и труду и искренней преданности делу, миллионы гостей смогли увидеть подземный мир, который навсегда остается в памяти каждого, кто соприкасается с его тишиной и величием. Сегодня Новоафонская пещера – это научный центр, культурная платформа, туристическое ядро и подлинный символ национальной гордости. По словам министра, интерес к пещере не уменьшается, а научная экскурсионная работа, начатая десятилетия назад, продолжается и сегодня. Особо хочу отметить, что в юбилейный год пещера организовала международную научно-практическую конференцию, посвященную изучению карста Абхазии. Это очередной раз подчеркивает, что пещера не только уникальный туристический объект, но и научная площадка, объединяющая исследователей и специалистов, работающих над сохранением нашего природного наследия. От себя лично и от Министерства туризма выражаю искреннюю благодарность руководству и всему коллективу. После официальной части чествовали авторов лучших журналистских материалов. Лучшим телевизионным проектом стал фильм «Абаза ТВ. Полвека путешествий в глубины Апсарской горы». Авторы Элеонора Гилаян и Дауд Логуа. В номинациях печатных СМИ наградили Екатерину Бебе, Ахру Анкваб, Заиру Цвишбе и Алима Канджария. В категории интернет-публикации победили Бадри Сиава и Аманда Касландзе. Лучшим радиоматериалом признана работа Эланы Ласури, а фоторепортажами Анны Гречко, Марии Горской и Владимира Попова. Победители конкурса получили денежные премии и почетные грамоты. Заур Кварча, Абаза ТВ. Люди и даты. 11 декабря абхазскому общественному и политическому деятелю Сократу Джинджоле исполнилось 88 лет. В 90-е годы он стал одной из ключевых фигур в национально-освободительном движении, был депутатом Верховного Совета, соратником Владислава Ардзенба. Несмотря на почтенный возраст, Сократ Рачевич Джинджоле и по сей день принимает активное участие в жизни страны. Сейчас он член Общественной палаты. После выпуска новостей в нашем эфире смотрите проект «Биографический салон» с участием Сократа Джинджоле. Оползневый участок под железнодорожным переходом на улице Курортной в поселке Гулрыбш требует ремонта. Начальник управления капитального строительства Демир Гамисония вместе с представителями администрации района осмотрел место, где происходит оползень. По словам начальника МУП
Гулрыбского района Тимура Начкебе было принято оперативное решение о проведении временных работ по устранению последствий. Планируется очистка русла реки, демонтаж стены, извлечение грунта, восстановление стены с последующим ее укреплением специальными блоками и засыпка грунта. Эти действия позволят временно стабилизировать ситуацию, пока не будет проведен капитальный ремонт. Капитальное обновление участка запланировано на 2026 год. Временные меры, которые планируются сейчас, должны обеспечить безопасность до начала основательных работ. Торжественная церемония закрытия 6-го международного конкурса «Корни слова», посвященного русской и абхазской словесности, прошла в стенах Абиги. Конкурс проводится совместно Абиги, Министерством просвещения Республики, Северо-Кавказским федеральным университетом. Подробности в репортаже Алисы Адлиба. На протяжении 2 месяцев конкурсная комиссия работала с творческими проектами школьников и студентов, знатоков русской и абхазской фольклорной традиции, словесности, истории, литературы и культуры. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 300 работ, в которых школьники и студенты самобытно и талантливо предложили свои варианты конструирования сказочных сюжетов, основанных на материалах русской и абхазской фольклорной традиции. Они записывали видео и аудиосюжеты, рассказывающие о традициях народа, истории родной земли, героях современности. От имени Министерства просвещения Республики Абхазия и от имени министра просвещения Гунбаханы Владимировны поздравляю вас с победой, дорогие призеры 4-го международного конкурса молодежи на знание абхазской и русской словесности «Корни слова». Вы доказали, что слово – это не просто набор букв, это живая материя, способная творить, убеждать и менять мир. Вы те, кто чувствует силу слова и владеет его магией. Желаем вам и дальше хранить эту удивительную связь со словом. Как отметил директор Абиги Арда Ашуба, вот уже 4-й год проходит конкурс «Корни слова». Жюри тщательно изучало работы школьников. Оттого радостно, что именно сегодня будут оглашены результаты. Ашуба дал напутствие молодому поколению, чтобы они привлекали к таким конкурсам своих друзей, мыслящих, думающих, у которых есть вкусы к жизни. Вот уже 4-й год совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом и Министерством просвещения Абхазский институт гуманитарных исследований проводит очень нужный конкурс на знания фольклора, литературы. Это очень важно. Всегда выбираем талантливых, очень хороших детишек, которые думают, пишут, сочиняют, показывают свою культуру. Это очень и очень радостно. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал, что без знания абхазского и русского языков невозможно понять многие важные процессы в культуре и истории нашего народа, такие как нарский эпос, абхазские сказки и многое другое. Даже вот тема вашего конкурса, посмотрите, абхазская и русская словесность. То есть, а что на сей счет говорит Конституция Республики Абхазия? Все помнят? 6-я статья Конституции Республики Абхазия. Государственный язык Республики Абхазия – абхазский. Русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Вот наша с вами задача выполнить основополагающий принцип абхазского государства. Хорошо, прекрасно, одинаково знать государственный язык абхазский и русский. И я надеюсь, что многие из вас через несколько лет придут в редакцию Базатова, придут в редакцию Апсот или Папшра, в абхазские газеты, вообще во все СМИ Республики Абхазия, а потом и дальше вы будете заниматься журналистикой, вы будете заниматься исследовательской работой. Подведение итогов проходило в несколько этапов. В первую очередь памятными подарками и дипломами наградили учителей. Организаторы подчеркнули, что без наставника нет ученика. Без наставника в голове ученика нет ни одной мысли. Наставник – это помощник, это друг,
это член семьи. После чего приглашали уже самих учеников. С ними фотографировались, отмечали, кто в какой сфере силен. За активное участие и подготовку победителей и призеров 4-го международного конкурса знаний абхазской и русской словесности в корне слова награждается Каконя Любовь Тауровна. Какулия Екатерина Муртазовна, русская. И с вами делает ваш... Посмотрите на этого чувака! Наша съемочная группа также узнала у финалистов, как они готовились к конкурсу «Корни слова» и какие испытывали впечатления. Например, школьницы из Пицунды поставили абхазский танец, который покорил зрителей. Я участвовала в конкурсе «Корень слова». Мы с классом, девочки и наш один одноклассник, мы участвовали в этом конкурсе. Мы поставили танцы, читали стихи, рассказы, песни читали. И наш танец абхазский нам поставил наш тренер, и мы танцевали для гостей, которые нас снимали. Мне очень сильно понравилось это делать, и я благодарна за то, что мы выиграли. Мы готовились к танцу очень долгое время, так как он был у нас также на неделе абхазского языка в нашей школе. Когда я получила диплом участника, я была очень взволнована, но рада. Одна из учительниц второй средней школы, Елена Янковская, рассказала, что мероприятие стало точкой объединения учеников не только внутри класса, но и внутри школы, потому что в нем участвовали дети разных возрастных категорий. Самые младшие – это 4-й класс, а самые старшие – 8-й класс. Все с энтузиазмом взялись за работу. Для меня было большим открытием. Многие звездочки зажглись во время подготовки к конкурсу. Было очень интересно и подбирать темы для работ, и участвовать в процессе съемок, и монтировать. И, конечно, мы очень довольны результатом, и сами ребята открыли себе новые таланты. Организаторы поблагодарили педагогов за то, что воспитали в своих учениках любовь и уважение к истории и традициям, понимание магии слова. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ. Инновационный проект по борьбе со свалками «Экологический патруль» презентовали в Абхазском госуниверситете. «Экологический патруль» — это телеграм-бот, куда каждый желающий может отправить фотографии и геолокации несанкционированных свалок. Автор проекта — финалист конкурса управленцев команды Абхазии Вячеслав Попов. Тему продолжит Надежда Боровикова. Новый телеграм-бот «Экологический патруль» презентовали студентам Абхазского государственного университета. Проект направлен на борьбу со стихийными мусорными свалками. Дело в том, что существует проблема. Есть желающие, которые хотят поучаствовать, например, в уборке свалок, в очистке Абхазии, но они не знают, где эти свалки находятся. Они не знают, какие объемы мусора на этих свалках, потому что для этого нужно подготовиться, для этого нужен транспорт, нужно организовать это все. Соответственно, проект, который мы подготовили и реализовали, он как раз позволяет, обнаружив свалку, сфотографировать ее, зафиксировать и, соответственно, по фотографиям, по комментариям под фотографией, под описанием этой свалки можно понять, можно ли своими силами с ней справиться. В рамках презентации студентам раздали карточки с QR-кодом, по которому можно перейти в чат-бот «Экологический патруль». А руководитель проекта Вячеслав Попов объяснил, как пользоваться сервисом. Обнаружили свалку, сфотографируйте ее с разных ракурсов, для того, чтобы ее можно было по фотографии идентифицировать и найти на местности. Потом заходите в чат-бот, нажимаете кнопку «Открыть приложение», «Отметить свалку». Открывается карта, на которой нужно поставить метку, где находится эта свалка. Поставили метку, нажимаете кнопку «Далее», переходите в галерею, выбираете фотографии свалки. Внизу под галереей, под загруженными фотографиями, пишите комментарии к этой свалке, чтобы можно было опять же проще
волонтерам, общественникам, кто будет убирать этот объект, чтобы было проще его найти. После того, как фотографии в системе будут отмодерированы, они попадут на карту свалок Абхазии в виде красной метки. Идея проекта родилась в ходе конкурса управленцев команды Абхазии, финалистом которого является Вячеслав Попов. Автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии» также оказала финансовую поддержку в реализации проекта. Адвгизм дуру, энткара гана хала ехерзм дуру, яра волонтерство ехерзм дуру, экология яд хала активистра ехерзм дуру, убри хара хала ехабас, абас абам капсаны хахбас, ехалот алшара, приложение программа и прошен ехамы ехешидах галарс яхтаху, абри хиярфона. А карта ан ауи барато, ауи масара ятса Мария приложение я могу врезать глаза, обснах энткара хада и хонца, информация оператив планера. Авторы проекта уверены, что с помощью нового цифрового инструмента каждый желающий может стать общественным инспектором и сделать Абхазию чище. Надежда Боровикова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. В администрации Сухума прошло совещание, посвященное подготовке к новогодним праздникам под председательством главы Тимура Агарба. В совещании участвовали заместители Автандил Сурманидзе, Налавицба и Константин Тарба, а также руководители профильных управлений и департаментов администрации. Слово пресс-службе. В администрации города Сухум прошло совещание, посвященное подготовке к новогодним праздникам под председательством главы Тимура Агарба. В совещании участвовали заместители Автандил Сурманидзе, Инна Авицба и Константин Тарба, а также руководители профильных управлений и департаментов администрации. Ежегодно столичная администрация готовит насыщенную программу мероприятий. В этом году организаторы постарались. Подготовка уже идет полным ходом. Устанавливают 30-метровую новую елку, обновляют световые инсталляции в разных локациях по столице. На площади Свободы устанавливают павильоны. Торжественное открытие главной елки состоится на площади Свободы 23 декабря. К этой дате приурочат специальную программу, состоящую из 3 частей. Динамичный концерт с песнями новогодней тематики обещала начальник управления культуры Нала Хашик. А 24 декабря сцена будет отдана маленьким воспитанникам музыкальных студий. Организовывается абхазский круг, всем известный абхазский круг, вовлекаются, танцуют. Есть специальная группа, которая организовывает этот абхазский круг и танцуют наши граждане и гости. И в третьей части у нас уже будет диджей. То есть вся программа, она рассчитана плюс-минус на 4-5 часов. А во сколько начнем? Я думаю, что мы планировали в 18:00. Думаю, что лучше надо начать в 17:00. Настоящую сказку в парке «Сказка» обещает управление образования. Для дошколят и школьников подготовят разнообразную программу. Ежедневно с 24 декабря в течение 10 дней будут демонстрировать детские фильмы. Запланировано проведение игр с участием аниматоров. Учебно-развлекательная программа для посетителей парка имени Тараса Шамба. Программа наша готова к праздничным мероприятиям. 24-го в 5 часов у нас открывается торжественное открытие парка. Это будет музыкальное новогоднее представление с участием артистов, аниматоров. И вот так у нас все расписано. В этом новогоднем представлении участвуют дошколята, школы. С 23 декабря по 11 января ежедневно, кроме 31 декабря, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом, где будут демонстрировать тематические фильмы. Там, где у нас кинотеатр расположен, там же амфитеатр, это все будет красиво украшено. У нас будет квиз детский для молодежи и для детей. 2 до Нового года и 2 после Нового года, где также мы будем раздавать подарки. Плюс у нас еще будет новогодняя благотворительная акция, где мы работаем с Яразом. По традиции подарки от мэрии распределят среди подопечных отдела соцобеспечения. К елке в администрации пригласят детей-сирот. Также многодетным семьям раздадут купоны на приобретение продукции в павильонах у главной елки.
8 декабря благотворительный фонд «Асарки» в центре «Проспект» провел встречу с психологом, клиническим директором Центра развития «Росток» Юлией Дубицкой. Репортаж Аристида Каракасиди. С конца весны «Асарки» проводили встречу с успешными женщинами из разных сфер. Руководитель Центра развития «Росток» Юлия Дубицкая в ходе лекции поделилась ценными советами о том, как правильно каждому человеку подводить итоги года, и подчеркнула, что самореализация и успех никак не должны влиять на самооценку человека. Это такой бесконечный процесс, на который человек подсаживается, естественно, начинает себя сравнивать, оценивать. Когда человек о себе накапливает только факты, он этим самым создает именно здоровую самооценку. То есть здоровая самооценка – это на самом деле не какая-то невысокая или низкая самооценка, а самооценка, которая складывается на основе фактов. Еще одной важной темой лекции стало домашнее насилие. Юлия Дубицкая отметила, что даже в самой близкой среде человек может столкнуться с угрозой и отсутствием поддержки. В таких ситуациях, подчеркнула психолог, решающую роль играет своевременная помощь извне. Семья, с одной стороны, это безопасное такое место, да, но если тебе, допустим, не повезло, и ты очутился в той семье, где есть человек, который не понимает какие-то элементарные вещи или нормы, или, не дай бог, это человек с какими-то болезнями, так скажем, ментальными зависимостями, и он не может просто выбирать другой путь, кроме как путь насилия, то все-таки государство должно помочь этому человеку вырваться из этой системы, потому что самостоятельно это сделать невозможно просто. Продолжая тему, Юлия Дубицкая подчеркнула, что в подобных ситуациях помощь может прийти от любого человека, оказавшегося рядом. Психолог отметила, главное не пройти мимо и уметь поддержать пострадавшего так, чтобы это не поставило его в еще большую опасность. Вроде бы не лез не в свое дело, человек погиб, то есть ты мог его спасти. Поэтому нужно оказать помощь таким образом, чтобы никак не навредить жертве. Потому что у нас нет закона, у нас нет людей, кто поможет, да, потом спасти этого человека, даже физически просто защитить. Потому что, к сожалению, иногда бывало, что женщины обращались, и им приходилось прям проговаривать вслух. А у вас есть кто, вот, допустим, если мы сделаем то-то, то-то и то-то, защитит вас физически. Потому что гарантировать, что ты человека физически защитишь, ты не можешь, к сожалению, взять на себя такую ответственность. И иногда помочь может даже совершенно обычный человек, так скажем, соседка, подруга. То есть не всегда это психолог или психотерапевт, или психиатр, или какой-то там компетентный специалист. Юлия Дубицкая напомнила участникам, важно слышать себя, не игнорировать проблемы и не оставаться в трудных ситуациях в одиночку. Аристид Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Гастроли театра «Искандера» в Москве прошли с ошеломляющим успехом. Актеры Русдрама сыграли «100 лет одиночества» в Малом театре при абсолютном аншлаге. На входе спрашивали лишний билетик. Большой трехактный спектакль, сложные темы маркесовского романа, образный и эмоциональный стиль, 8 потрясающих актрис. Сейчас смотрите репортаж телеканала «Культура». Спектаклем «100 лет одиночества» по роману Габриэля Гарсия Маркеса продолжил московские гастроли Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Артисты из Абхазии представили фантазии в духе магического реализма со смешением жанров. От трагедии до клоунады. Анна Шустер делится впечатлениями. Вторник. Ты знаешь, я тоже так думал, но потом заметил, что все еще продолжается понедельник. Эпидемии бессонницы и беспамятства, бессмертные военачальники, несмываемые со лбов пепельные кресты, возносящиеся на небо женщины. Воплотить метафоры Габриэля Гарсия Маркеса на сцене несколько лет назад решились режиссер Мария Романова и 8 актрис Русского театра драмы имени Искандера. Теперь полюбившийся абхазским зрителям спектакль представляют в Москве, в Малом театре. В Щепкинском училище при Малом театре России в следующем году выпускается целевой курс для нашего театра. Поэтому мы, конечно, мечтали именно в Малом театре в этом году сыграть наши спектакли. Эти гастроли ознаменовали собой новый виток культурного сотрудничества между Россией и Абхазией. Сегодня представители обоих театров рассуждают, почему переведенный на русский в начале 70-х роман «100 лет одиночества» стал одним из самых читаемых в Советском Союзе. Возможно, появление книги совпало с острой потребностью людей в сказке, как способе отвлечься от регламентирующей все на свете реальности.
Но может ли уход от нее стать гарантом душевного спокойствия и гармонии? Первый акт, он такой весь воздушный, высокий, с надеждой, что все будет все-таки хорошо. Третий акт, он более тяжелый. Акт, когда мы осознаем, что происходит все не так, как мы хотели бы. Мы осознаем, что реалии, они гораздо сложнее, чем нам казалось еще в юношестве. Фантазия в духе магического реализма. Так режиссер определяет жанр спектакля, где трагедия смешивается с элементами комедии. Интересно, что все мужские роли в этом спектакле играют женщины. Почему исполнительница роли полковника Аурелиана Буэндиа Милана Ломия отвечает не то в шутку, не то всерьез. Просто женская половина труппы быстрее согласилась на театральный эксперимент, чем мужская. Заключался он в том, чтобы прежде чем репетировать этюды, вспомнить и рассказать коллегам по сцене историю своего рода. Нужно было вспомнить и вытащить какие-то вообще сокровенные вещи, и очень болезненные вещи. Это мой отец, человек, который прошел, да, и войну, и любовь, и рождение детей, вот все-все-все, но, к сожалению, которого не стало. И это он для меня был как, не знаю, самой, наверное, важной такой частью, которую я использовала в этом спектакле, в этой роли. При отсутствии духовной общности и связи с прошлым человечество погибнет. Одна из ключевых мыслей спектакля «100 лет одиночества». И если после его просмотра зрители захотят лишний раз обратиться к своей родословной и узнать ее детали у старших членов семьи, наша миссия выполнена, говорят актрисы, которые представляют на сцене историю рода Буэндиа. Анна Шустер, Владимир Степанов. Новости культуры. Немного о спорте. Шарена Гуния заняла первое место на чемпионате по фигурному катанию «Герой Отечества» в Таганроге, сообщает Госкомспорт. Спортсменка выступала по первому спортивному разряду. По сумме 2 соревновательных дней Шарена Гуния уверенно заняла первое место, завершив турнир с впечатляющим отрывом от соперниц. София Тарба стала бронзовым призером турнира по теннису в рамках российского теннисного тура, который прошел в Сочи. Спортсменка тренируется в теннисном клубе «Аква» под руководством заслуженного тренера России Татьяны Зининой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомспорта. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на пересечении улицы Имама Шамиля и проспекта Аяйра в пятницу 12 декабря с 0 до 12:00 будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах Сухума: улица Эшба, Старый поселок, район вокзала, рынок, центральная часть города, Нагорная часть города, Вием и Маяк. Сейчас о погоде. В пятницу 12 декабря в Абхазии ожидается облачная погода. До второй половины дня местами дождь разной интенсивности, возможен туман. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 8 до 13 градусов. Температура морской воды 14 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.